первых минут спектакль захватывает внимание зрителей, перемещая в незабываемое путешествие в мир шекспировской трагедии, переосмысленной через призму осетинской культуры и современной истории. «Король Лир» в постановке Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева – это не просто очередная интерпретация классики. Это мощное художественное высказывание, связывающее вечные темы с болезненными событиями недавнего прошлого. Одной из ведущих в постановке стала тема взаимоотношений отцов и детей. Безумный король, поделивший свое королевство между любимыми дочерями, обманутый и уничтоженный ими в борьбе за власть, мечется в поисках справедливости и не находит ее. Трагедия одиночества даже среди самых близких людей разыгрывается с небывалой страстью. «Король Лир» в постановке Осетинского театра переносит героев шекспировской трагедии в реалии российских 90-х, когда кругом царили хаос и неизвестность. Новое прочтение пьесы – еще одна возможность взглянуть на мировое произведение совершенно под другим углом. Каждый костюм отражает не только образ, но и настроение героев. Яркие страстные цвета с одной стороны, темные и мрачные с другой. Главный герой – народный артист республики, обладатель премии «Золотая маска» 2024 года за лучшую мужскую роль. Алан Албеков полностью погружен в образ и чувствует каждую эмоциональную ноту короля Лира. Он мастерски показывает глубину переживаний, безумства героя и его сложный жизненный выбор. Очень интересный подход режиссера к образу Шута. Шут сопровождает Лира на протяжении всей постановки. Режиссер Гиви Валиев создал уникальное визуальное пространство, где античность встречается с современностью, а шекспировский текст обретает новое, неожиданное звучание. Приехали к своим братьям, к очень близким людям, и это вдвойне ответственно. Мы безумно благодарны Министерству культуры за то, что в этот сложный период они пригласили и Осетинский театр на очень прославленной сцене Самсона Чамбы покажет свои лучшие спектакли. У нас были традиции, когда Абхазский театр приезжал очень часто к нам, мы также ждем в гости у себя. Есть традиции, которые придумали наши старшие, и не нам их нарушать. Мы привезли 2 спектакля, это «Король Лир» Уильяма Шекспира, режиссером являюсь я, и «Овод» режиссером является Эльдар Трамов. Это актер Вахтанговского театра. «Король Лир» номинирован был на «Золотую маску». Это спектакль, который получил «Золотую маску» за роль Лира. Это главная мужская роль. Номинирован был в 4 номинациях: главная женская, главная мужская, лучший спектакль и лучшая режиссура. Спектакля очень хорошая гастрольная жизнь. Игра света, имитация снегопада, туман усиливают эффект присутствия. Удивительные по масштабу и детально проработанные скульптуры очень ярко отражают и передают смелый и необычный замысел режиссера. Но истинная магия этого спектакля кроется в актерской игре. Весь актерский состав своей яростной чувственной игрой не оставит зрителя равнодушным. В каждом движении, в каждой реплике чувствуется неукротимый темперамент осетинского народа, его внутренний яркий мир. Здесь как будто вот, как я дома, наверное, Кавказ все-таки как-то вот, мы недавно приехали, давали этот спектакль в Москве, и я вот отметил, что какие-то вещи я постеснялся там делать, а здесь вот чувствую, как дома, одним словом. Бываем здесь, ну, периодически, не часто, но периодически бываем. Готовы возвращаться сюда еще раз? Да, лишь бы вы приглашали, с удовольствием. Для меня это очень волнительно, потому что наш театр, насколько я знаю, не первый раз приезжает, но вот мы, молодые актеры, это для нас первый опыт на абхазской сцене. И, честно говоря, идет очень теплая энергетика зала, как у себя дома, могу сравнить. И, в принципе, мы себя чувствуем вот эти 2 дня, как у себя дома. В плане людей, в плане вкусно покушать. Только есть один большой бонус в виде моря. Наш художественный руководитель
поставил здесь спектакль, его все знают, и для нас очень ответственно. Мы в каком-то смысле представляем в первую очередь Осетинский театр, во вторую очередь его. Зрители не упустили возможность стать свидетелем этого уникального театрального события. «Король Лир» в исполнении осетинских актеров – это не просто спектакль, это опыт, который останется надолго, заставляя переосмыслить классику и по-новому взглянуть на современность. В этот вечер аплодисменты и браво не смолкали. Понравился шут больше всего. Почему? Ну, шуты, насколько мне известно, они были непростые люди, это были не просто шуты. Они были достаточно мудрые и умные, и, можно сказать, прозорливые. И они всегда вещали королям истину, и они были не настолько дурны, а, можно сказать, были очень мудрые. И они открывали королю истину, которая была для них закрыта. Ну а так, в принципе, игра хорошая, красивая. Мне очень понравился спектакль. Произведение известное. Игра актеров тоже прекрасна. Даже с переводом все понятно. Так что мы в восторге. Произведение известное. Нам очень понравилось. Мы каждый год стараемся посещать такие места. Спасибо актерам за их эмоции, в котором они играют в этом произведении. Следует отметить, что «Король Лир» уже ставился на сцене Абхазского театра режиссером Дмитрием Куртавом. Роль короля исполнял народный артист СССР Ферах Пачаля. Из Золотого фонда театра в фойе была выставлена афиша к спектаклю. Это, безусловно, привлекло внимание зрителей. Драматургия Шекспира яркая, как и сам «Король Лир». В новом прочтении бессмертной классики все так же много философии о вечном. Что есть жизнь и есть ли шанс изменить исход? Шазина Ханагуа, Аляс Амичба, Абхазское телевидение.